Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». Мы представим вашему вниманию информацию о событиях, произошедших в день 9 марта в нашей истории. 9 марта 1913 года, согласно объявлению в газете «Сухумский вестник», в театре Алаизи прошло выступление фокусников, или, как их называли в то время, исполнителей чудес, американцев Дими и мисс Тони Гарана. Постоянной сухумской труппы в тот период не было. Здесь изредка выступали местные непрофессиональные труппы, а также гастролирующие артисты из зарубежья. 9 марта 1993 года – день освобождения села Лабра от грузинских захватчиков. В ходе операции абхазские ополченцы штурмом освободили господствующие высоты и изгнали противника. С освобождением села Лабра положение на Восточном фронте значительно улучшилось. 9 марта 2011 года чемпионат России по велоспорту впервые состоялся в Абхазии. Первая шоссейная велогонка состоялась в центре Пицунды. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов. В советское время Абхазия была одним из центров велоспорта. Здесь тренировались будущие олимпийские чемпионы. Некоторые из них спустя 30 лет специально приехали на открытие этого чемпионата. Мы здесь, потому что Россия вся в снегу. А здесь единственное место, где можно, сказать, тренироваться зимой. Поэтому мы здесь практически приезжали сюда в ноябре месяце и катались здесь до конца марта. 9 марта 1940 года родился Фазлы Бейтарба, герой Абхазии. В первый день войны участвовал в обороне Сухума в должности командира Новоафонской группы ополчения. Был командиром 4-й роты 1-го батальона Гумистинского фронта, начальником штаба Афоно-Ишерского батальона, командиром 1-го батальона 1-й бригады. Участвовал в январской, мартовской, июльской и сентябрьской наступательных операциях. После войны в должности командира резервного батальона принимал участие в ликвидации грузинских бандформирований в Гальском районе, в освобождении Кадурского ущелья в 2008 году. С начала до конца я с ними войну прошел. Этот человек на самом деле бесстрашный. Во всех операциях нет такого, где он не участвовал, где он не руководил. Всю войну он был впереди нас, своим личным примером показывал, как нужно вести себя, как нужно воевать, как нужно любить Родину. Многие, наше поколение, например, брало с него пример и во время войны. И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 9 марта самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году. Это плюс 16 градусов. Самая же низкая температура в 2012 году – 1 градус. Это вся информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.